Так, уважаемые отцы, коллеги, тема сегодняшней нашей лекции была заявлена заранее и звучит она таким образом: роль отца в жизни ребенка. Распространенные заблуждения и научные утверждения. Вторая половина 20 века открыла новую страницу в развитии науки и психологии. В рамках разных психологических школ, в разное время и в разных странах ученые-психологи в результате проводимых исследований и наблюдений стали открывать фундаментальную значимость отца для нормального, гармоничного, интеллектуального и эмоционального развития ребенка. Исследователи, в том числе отечественные, стали приходить к выводу о незаменимости отца для личностного развития ребенка, для раскрытия его творческого потенциала, для правильного формирования характера, для психологического и даже психического здоровья ребенка. Вот об этих открытиях, которые были сделаны наукой за последнее время, мы сегодня и поговорим. Я думаю, что, наверное, многие знают, слышали о значимости матери в жизни ребенка. Ну, кто-то что-то хоть иногда слышал, где-то сталкивался с такой информацией, с утверждениями, что мать может быть важнее для ребенка. Кто-то когда-то такую информацию слышал, нет? Так. Да, и на самом деле такая информация, она довольно распространена. Более того, она, скажем так, породила целый ряд шаблонов и долго действующих таких утверждений, общественных убеждений, и вошла в том числе даже в систему права. В 1957 году, когда принималась Декларация прав ребенка, это утверждение о том, что мать для ребенка важнее, оно вошло в эту декларацию. Есть там такой пункт 6, я думаю, который знают многие отцы, наши соотечественники, те, кто проходил, допустим, процедуру разводов и определения места жительства детей, а таковых у нас в стране миллионы, знают, что суды нередко в судебных решениях у нас в стране, отдавая предпочтение матери и определяя место жительства ребенка именно с матерью, ссылаются на вот этот самый пункт 6 декларации. Но на самом деле практика это не совсем правильная ни с точки зрения науки современной, в том виде, какие знания сегодня у нас имеются, ни с точки зрения права даже как такового. Потому что сама по себе декларация, она не является ни договором, ни тем актом международного характера, который обязывает государство, вот, допустим, в судебных решениях принимать решения со ссылкой на эти пункты. И те отцы, которые, например, обращались по этому поводу в Минюст, в наш парламент, допустим, да, они получают, в Министерстве иностранных дел, они получали соответствующее разъяснение о том, что это декларация на самом деле, и она на самом деле не подразумевает того, что вот в спорах семейных о воспитании действительно нужно давать предпочтение матери. Но о чем идет речь на самом деле вот в этом пункте 6? Он звучит таким образом, что дети не должны разлучаться с матерями. И только в исключительных случаях дети нежного возраста могут быть разлучены с матерями. Это дискутирует. В том-то и дело, что при переводе, допустим, на русский язык, вот эта фраза по-английски, где использовалось слово tender, нежный, значит, было переведено на, поскольку у нас аналогов нет в правовом поле такого термина и такого понятия, значит, было переведено как малолетний. А в гражданском праве у нас малолетний это ребенок, не достигший 14-летнего возраста. Исходя из этого, практически все дети стали подпадать под эту категорию детей, которые могут быть разлучены с матерями только в исключительных случаях.
И суды стали штамповать решение вот со ссылкой на этот пункт 6. Даже если ребенок уже, допустим, живет несколько лет с отцом, если он ходит в школу рядом с отцом, если у них однозначно ситуация привязанности больше, чем с матерью, мать, к примеру, могла, бывают такие случаи, вообще исчезает на какое-то время, бывает на годы из жизни ребенка, а потом вспоминает о том, что она мать, и начинает спорить с отцом о месте жительства ребенка. Даже если еще есть целый ряд обстоятельств, включая там, материальную обеспеченность отца, стабильный доход, круг друзей, есть такие решения, где при этом всем суд не усматривает исключительных обстоятельств. И несмотря на это все, к примеру, даже в таких ситуациях определяет жить ребенку вместе с матерью. Вот, поэтому вот эти вот мысли. Почему вот это утверждение оно возникло? Середина 20 века, прошлого века. Во многом, безусловно, это обусловлено теми социальными сдвигами, теми вот мощнейшими событиями, которые проходили в первой половине 20 века. Это революции, разломавшие все империи, которые были к началу 20 века. Это огромные вот эти гражданские войны, в частности, наша огромная такая страшная гражданская война, которой миллионы людей в итоге лишились своей жизни и домов. Это в дальнейшем Великая Отечественная война, Вторая мировая война. И они создали ситуацию, когда ребенок и мать, вот в таком виде семья, она стала вот с точки зрения распространенности, просто вот, визуальной доступности, она стала очень массовой. Вот, по-настоящему можно было практически в каждой стране увидеть вот такие картины. И это считалось полноценной семьей, потому что отец погиб, пропал без вести. И если в начало 20 века это был нонсенс, то есть семья представляла собой в первую очередь глава семьи, значит, его супруга и детишки, то вот когда мы перешли вот на вторую половину 20 века, очень распространенным стал вот такой шаблон, что мама, ребенок и все. При этом шел процесс индустриализации, шел процесс феминизации, эмансипации. Женщинам во всех странах практически Европы, Запада давались права политические, трудовые, избирательные и так далее, и так далее. А в основном семейные. Семейно-трудовое право, вот отличительные черты, где женщины особо наделялись какими-то преимуществами. Либо в законе самом, либо на практике, на правоприменительной практике, судебной практике. И в принципе вот в какой-то момент даже в обществе стало это таким распространенным мнением, что ребенок и мать это вот связь более распространенная, более важная, чем связь ребенок-отец. Если учесть, что к концу 20 века у нас еще стали массово распространяться и другие явления, в частности, повысилась значительная алкоголизация нашей страны. Вот, в массовой культуре, по крайней мере в нашем Отечестве, стал тоже распространенный образ отца такого странного типа какого-то, асоциального, неактивного, на второстепенных ролях в семье. Многие советские кинофильмы, они показывают именно такого отца, мужчину совершенно не того типажа, который был вот веками, допустим, традиционный образ и мужчины, и мужа, и отца. Вот. И это, безусловно, добавило вот эту в общую бочку дегтя еще соответствующие капли. В итоге мы получили такую ситуацию, что на сегодня, на самом деле, комиссии, отделы, допустим, по делам семьи, они, как правило, через запятую еще и материнство и детство. Семьи, материнство и детство. Семьи, материнство и детство. Отцовство стало вымываться и выбывать вообще отовсюду. Из официальных названий, из правовых актов, из общественного сознания и так далее, и так далее. Если вспомнить, что в этот же период, вот конец 20-го, начало 21 века, у нас также массово начинают распространяться разводы, год от года увеличивается количество разводов, а вместе с ними увеличивается, значит, количество случаев, когда ребенок оказывается после вот этого события, после развода,
опять с мамой. То есть при живом отце нет никаких войн, нет никаких революций, нет никаких социальных таких вот потрясений. И тем не менее дети продолжают жить с мамами в отсутствие отцов. Более того, они вырастают, создают свои семьи. Эти семьи, как правило, уже, как показывает наука, склонны к распаду, браки эти менее устойчивы. Соответственно, они, в свою очередь, порождают, вот как уже такое японское домино, еще более распространенные разводы, еще более распространенную ситуацию, когда ребенок находится с матерью. И вот эта вот наша судебная практика, по которой 95-96% детей в случае развода остаются с матерями, она вот это все консервировала и консервирует до настоящего дня. В итоге мы получаем в обществе абсолютно размытый, абсолютно потерянный образ отца. И на полном серьезе начинают уже некоторые общественные деятели, некоторые политики заявлять, некоторые правоприменители, судьи даже в судебных решениях, на полном серьезе начинают заявлять о том, что материнство – это особая связь, ее даже неправильно сравнивать с отцовством, и это близко, она, дескать, не стоит с отцовством, и разлучать ребенка с отцом можно, а разлучать ребенка с матерью ни в коем случае нельзя, и якобы ребенок никогда не получит надлежащего образования, воспитания, развития гармоничного такого, как он бы получил именно с матерью. Поэтому если выбирать связь отца, ребенка с отцом или с матерью, нужно всегда делать выбор в пользу матери. Ситуация, когда мы в течение 20 века полностью поменяли состав педагогов, если к началу 20 века педагогов женщин практически не было, все учителя, все педагоги высших заведений, это были мужчины. Это было так же, как на госслужбе не было женщин. Также и в педагогической сфере, в сфере образования не было женщин. То к концу 20 века мы получили ситуацию почти прямо противоположную. То есть в школах, в детских садах мужчин практически нет. В школах их процент совершенно незначительный, такой, можно сказать, символический. В высших учебных заведениях чуть больше, но совершенно тоже принципиально ситуация не меняет. Таким образом, получается, у нас стало образование, которое получаем мы все, теперь также, скажем так, женский характер носит. То есть все, что нам читают, все, что нам рассказывают, все, кто нас учит, они волей-неволей в силу особенностей пола, психологии половой, они так или иначе, все эти знания преподаются женским вектором. И хотим мы того или не хотим, но мы получаем женское образование. Если при этом учесть, что во многих семьях остались только женщины, потому что состоялись разводы, а в тех, в которых еще семья полная, женщины, тем не менее, давно завоевали вот уже роль мужчины, главенствующую, то есть они распоряжаются семейным бюджетом, они определяют внутреннюю семейную политику, они определяют внешнюю семейную политику, они фактически занимаются воспитанием детей, а отцы, как они полагают, занимаются обеспечением семьи, так скажем, наполнением этого самого бюджета, которым в дальнейшем распоряжаются матери, то мы получаем тотальное вот это засилие женского образования, женского воспитания, женского образа мысли на всех уровнях. Естественно, в этой ситуации опять отчаянные головы начинают утверждать о том, что женщина лучший воспитатель, женщина лучший педагог, просто потому, что, как говорится, других вариантов мы сегодня не видим. Мужчины просто не идут в эту сферу, как это было примерно век с небольшим назад. В связи с этим целый ряд заблуждений существует, и вот, как я сказал, все эти заблуждения во многом становятся шаблонами. Люди, многие уже из поколения в поколение, просто принимают эти готовые фразы, эти готовые образы и уже абсолютно не критично к ним относятся. И сегодня, наверное, большинство спросите, вот с кем вы ребенку лучше, вот случись такая вот ситуация, там, развод, как вы считаете, с кем ребенку будет лучше? Наверное, даже большинство бы и отцов, возможно, ответило бы сейчас вот так по инерции, не задумываясь, первое попавшееся, что всплывет в голове, конечно, с матерью. Ну, отцу надо работать, в любом случае обеспечивать, даже если там брак распался, все равно на отце та же самая функция, там, обеспечить.
То есть, к сожалению, вот эти шаблоны, они уже въелись массово в наши умы. Давайте в связи с этим немножечко посмотрим, что же установила наука за последние примерно 25-30 лет. В первую очередь, что касается именно психологии, ну и немного педагогики и медицины. Для того, чтобы определить сферу влияния отцовской фигуры на психическое развитие ребенка, необходимо ответить на вопрос, имеет ли взаимодействие отца с ребенком специфический характер, или же материнское и отцовское влияние являются однонаправленными и взаимозамещающими. Первые исследования роли отца касались успешности сепарации ребенка от матери, возможности открытия внешнего мира и триадных отношений за пределами диады мать-ребенок. Эти исследования основываются в основном на методе наблюдения и анализе клинических случаев. Что при этом выясняется? Способность к восприятию ребенком родителей в паре, как независимых от него, имеющих особые отношения друг с другом, интегрирует его внутренний мир, в котором теперь могут существовать различные объектные отношения, и у него появляется более независимая позиция для исследования самого себя. По мнению Кона, различия между отцовством и материнством определяют социокультурные условия. Мать предоставляет ребенку возможность ощутить интимность человеческой любви. Отец закладывает ему путь и отношение к человеческому обществу. Рона выделяет 6 категорий исследований, показывающих влияние любви отца на определенные грани детского развития. Рассматривающие влияние исключительно любви отца, не ориентируясь на любовь матери, утверждающие, что любовь отца и любовь матери одинаково важны для психического развития ребенка, показывающие, что отцовская любовь и отцовское воспитание являются более значимыми, чем любовь матери для определенных сфер детского развития, доказывающие, что любовь отца – это единственный существенный гарант определенных результатов детского развития, утверждающие, что в определенных сферах развития детей любовь отца снижает влияние любви матери, и показывающие, что отцовское воспитание в сравнении с материнским более гендерно специфично. Проведенный им анализ показывает, что любовь отца определяет развитие человека во всех возрастах, от младенчества до юности. А недостаток отцовской любви может являться причиной негативного самовосприятия и самооценки, эмоциональной неустойчивости, социального и эмоционального отчуждения и агрессии, проблем в поведении, наркотической и алкогольной зависимости, академических трудностей и психических расстройств. Общепризнанным в настоящее время является положение о том, что психическое развитие ребенка осуществляется в процессе взаимодействия со значимыми взрослыми. Основные данные по развитию ранних отношений были получены в исследованиях, выполненных в психоаналитической традиции. Решающую роль отца в психическом развитии ребенка определили уже первые психоаналитики – Фрейд, Юнг, Адлер, позднее Лакан. Для Юнга родители – это их образы, которые появляются из сплава характерных родительских черт и индивидуальной склонности ребенка. Первостепенную важность имеют отношения ребенка и матери. Это отношения глубокие, мучительные, и это абсолютный опыт всего человеческого рода. Юнг считает, что архетипы отца и матери являются врожденными и равнозначными. Появившись на свет, ребенок сразу начинает искать отца, стараясь удовлетворить неявную потребность в языке, порядке и в законе. Отец выступает в работах Юнга как воплощение ценностей, как фигура, предоставляющая духовный принцип. Отец является моделью персоны для сына. Это то, из чего сын должен вычленить себя. Для дочери отец – это образ анимуса. Представление Юнга развивается и его последователями. С точки зрения Адлера, задачей отца является поддержка активности, развитие социального интереса, социальной компетентности ребенка. Именно благодаря этому ребенок сможет преодолеть комплекс неполноценности. Отец олицетворяет для ребенка социум, общество, является носителем норм, целей и идеалов, одобряемых и полезных для общества, стимулирует автономию ребенка. Идеальный отец – тот, кто относится к своим детям как к равным и активно участвует в их жизни и воспитании. Для Лакана отец – это фигура, от которой исходит запрет на мать. Он вмешивается в воображаемую связь между ребенком и матерью, предотвращает замыкание отношений ребенка на матери. Отец важен прежде всего как символический отец.
отцовская метафора имеет дело с функцией отца. Для него важно, что представляет собой отец в эдиповом комплексе. В процессе развития психоанализа в теории объектных отношений в центре внимания исследователей оказались отношения двусторонние, мать-ребенок, и подчеркивалась значимость детско-материнских отношений для развития ребенка. Фигура отца долгое время в исследованиях оставалась в тени. Несмотря на это, именно в теории объектных отношений были заложены важные теоретические положения о значимости отца и отцовского образа в психическом развитии ребенка. Большой вклад в развитие представления о значимости отца для нормального развития ребенка внесли представители системного подхода к семье. Изучение роли отца и психических расстройств во взрослом возрасте и их связи с наличием или отсутствием отца началось с 50-х годов 20 века. И эта линия продолжается до настоящего времени. Отец имеет важнейшее значение для возникновения у ребенка ощущения себя самого, принадлежащим к мужскому или к женскому полу. То есть отец в первую очередь содействует тому, чтобы ребенок почувствовал себя, мальчик, соответственно, в дальнейшем мужчиной, девочка, женщина. Как ни странно, вот именно одна фигура, фигура отца, определяет или способствует максимально Простите, можно? да, конечно, тому, чтобы у ребенка любого пола сформировались полуролевые модели. Так для ребенка раннего возраста одной из основных функций отца выступает создание условий для формирования половой идентичности. Первые признаки идентификации с отцом как моделью поведения явно проявляются в возрасте около 18 месяцев. Исследования показывают, что центральным и значимым в процессе формирования половой идентификации является эмоциональная близость с отцом и его доступность для ребенка. Отец необходим не только для успешного формирования маскулинности сыновей, но и женственности дочерей. Еще в 70-е годы прошлого века это утверждение вызывало большие сомнения исследователей. Теперь уже экспериментально доказано, что феминность девочек, в отличие от маскулинности мальчиков, коррелирует с маскулинностью их отцов, а отец должен восхищаться своей дочерью и гордиться ею. Отсутствие отца нарушает формирование полуролевой идентичности у девочек, что приводит к усилению сепарационной тревоги, отрицанию чувств, связанных с уходом отца, идентификации с потерянным объектом, объектным голодом по отношению к мужчинам. Исследования девушек 13-17 лет показывают, что если у них не было отца вследствие развода родителей, они в большей степени искали внимание мужчин, эмоционально зависели от них и имели более нестабильные сексуальные связи, чем девушки, у которых отец умер или жил вместе со своей семьей. Воспитание ребенка без отца, женская модель поведения, которая доминирует в семье и навязывается обществом, представляет опасность. Осознание мальчиком своего мужского начала происходит постепенно в процессе отождествления себя с отцом, который способствует сепарации от матери. Половая идентификация и мальчика, и девочки может быть нарушена или неустойчива в том случае, если отца нет рядом, или он не является легко доступным. Женственность дочерей напрямую связана с фигурой отца. Для формирования устойчивой половой идентификации у девочек необходим опыт отношений к себе со стороны, безусловно, любящего ее мужчины. В случае, если отец восхищается и гордится своей дочерью, у нее формируется уверенность в своей женственности. Женская идентичность строится в том числе на противопоставлении противоположной гендерной модели. Исследования подтверждают, что феминность девочек коррелирует с маскулинностью их отцов. Успешному обретению женской половой роли девочкой, как показывают психоаналитически ориентированные исследователи, способствует гордость от ощущения себя женщиной и идентификация с материнской ролью в отношениях с отцом. О значении родителей и в особенности матерей для эмоционального развития ребенка известно уже достаточно много. Аналитически ориентированные исследователи считают, что отец может поддержать агрессивные импульсы ребенка, сместить их с матери на себя, что помогает ребенку легче пережить потерю особых первичных отношений с матерью. Удовлетворенность подростков отцовской поддержкой связана с меньшей частотой появления депрессивной и тревожной симптоматики. Имеющиеся данные свидетельствуют, что дети с более эмоционально вовлеченными отцами, отзывчивыми, поддерживающими, обучающими, поощряющими, характеризуются лучшим когнитивным развитием.
лучшей школьной успеваемостью, то есть у них лучше развивается сознание. И чем больше отцовская забота, тем в большей степени ребенок будет связывать отцовские способы мышления и разрешения проблемных ситуаций с собой, воспринимать их и впитывать. Более того, поскольку отцы проводят с детьми гораздо меньше времени, чем матери, то они хуже знакомы с языком своих маленьких детей и говорят с ними на взрослом языке, который более структурирован, сложен, директивен, что может стимулировать языковое развитие самих детей. Современные исследователи связывают развитие мыслительной активности ребенка с его способностью в своих фантазиях представлять родителей как связанных друг с другом. Соответственно, если нет отца, то и нет связанных друг с другом родителей. Мальчики и девочки, чьи отцы проявляли высокую увлеченность игрой с детьми и высокий уровень позитивных чувств во время игры, пользуются популярностью среди сверстников. Исследования таких ситуаций и наблюдения за играми установили, что уровень популярности зависит также от уровня директивности отца во время совместной игры. Чем директивность ниже, тем выше рейтинг ребенка в группе сверстников. Понимание роли отца во многом связано с культурно-историческим контекстом. Однако рассмотренные явления отца на психическое развитие ребенка позволяют выделить устойчивые и независимые от социокультурных условий аспекты его значимости. О достаточно хорошей матери представления связываются также с достаточно хорошим отцом для своего ребенка. Отец должен быть для него достаточно хорошим мужчиной, мужем матери и родным человеком. Существенна роль отца в развитии сознания ребенка. Дети эмоциональных, отзывчивых отцов, которые взаимодействуют с ребенком часто, подолгу и качественно, характеризуются лучшим когнитивным развитием. Наличие отца влияет на интерес к учебе и в целом к получению образования у сына. Поскольку мужчины имеют более высокие математические и аналитические способности, более развитые пространственные представления по сравнению с женщинами, отсутствие отца отрицательно сказывается на математических способностях ребенка, так как в их основе лежит специфика интеллектуальной среды, создаваемой именно мужчиной. Одной из центральных функций отца является функция социального контроля, предъявление требований, дисциплины и санкций. Ребенок, выросший без отца, испытывает недостаток авторитета, дисциплины и порядка. Формирование волевых качеств на первом году жизни ребенка также связано с фигурой отца, который поощряет первые шаги ребенка, участвует в совместных играх с ним. Спокойное и уверенное поведение отца в период от года до 3 лет стабилизирует и направляет поведение ребенка на всю дальнейшую жизнь. Другая важная роль отца, которую отмечают исследователи, заключается в том, что отец усиливает способность младенца структурировать агрессию. Следовательно, если в первые 18 месяцев жизни отец отсутствует или его влияние незначительно, у ребенка могут наблюдаться поведенческие и аффективные расстройства, которые не сразу даже можно распознать. А значение отца еще в период новорожденности ребенка указывает ряд исследователей, отмечая, что отец выступает первым внешним объектом для ребенка и является моделью ранней идентификации. В ходе развития ребенка отождествляется с обеими фигурами родителей, как с матерью, так и с отцом. Научные данные свидетельствуют о том, что дети с более эмоционально вовлеченными родными отцами характеризуются лучшей школьной успеваемостью, лучшей студенческой успеваемостью. Ряд исследований, проведенных за последние годы, продемонстрировали, что вопреки распространенному заблуждению, присутствие отца играет исключительно важную роль на всех стадиях развития ребенка. Один из примеров – нашумевшее исследование, предпринятое группой ученых из Университета Северной Каролины. В ходе пристального наблюдения за сотнями малышей выяснилось, что речевое развитие ребенка зависит прежде всего от отца. Хотя, казалось бы, матери намного больше общаются со своими детьми. Ученые протестировали лингвистические способности родителей, через год протестировали и малышей. Обнаружилось, что у красноречивых пап-ораторов дети также легко владели языком. И напротив, чем примитивнее разговаривал папа, тем беднее была речь его ребенка.
Никакого влияния матерей на этот процесс не установлено. А вот лингвистические способности матерей, наоборот, в ходе исследований многократно не подтверждали никакой роли. Доктор медицины Хантер и его коллеги из университета Шеффилда в Англии пришли к выводу, что человеческий мозг, а особенно мозг ребенка, легче распознает именно речь мужчин, нежели женщин. Для женщин характерно использование естественной мелодии речи, которая делает их речь более сложной для восприятия. Женский голос имеет более сложный диапазон звуковых частот и требует большей активности мозга в процессе распознавания речи. Исследователи считают, что для успешного развития ребенка необходимо, чтобы он мог иметь надежные и устойчивые отношения, отличные от детско-материнских, то есть именно отношения с мужчиной. Эти отношения начинают особенно ярко проявляться в совместной игре. Игра с папой, как правило, более шумная, возбуждающая, яркая, насыщенная, непредсказуемая, опасная. Всего этого нет в игре с матерью. В ходе многолетних исследований было экспериментально доказано, что именно качество отцовской игры с маленьким ребенком может являться предикатором для качества привязанности подрастающего ребенка к отцу. Ученые доказывают, что детям, живущим с одними женщинами, намного труднее справляться с агрессивными чувствами, когда рядом нет отца. Если все-таки важно, чтобы в жизни ребенка присутствовал мужчина, то должен ли это быть обязательно отец? Есть и сейчас тоже такое вот распространенное мнение о том, что если развод состоялся, то все проблемы детей решатся, если в жизни мамы появится другой папа, скажем так, то есть отчим. Что по этому поводу говорят научные исследования? Именно отец имеет с матерью ребенка особые супружеские сексуальные отношения. Способность ребенка выносить исключенность из отношений матери и отца и зависть к ним важна для интеграции его внутреннего мира. Как полагает Лакан, уникальность значения отца проявляется в его последовательно произнесенных «нет» и «да». Его «нет» как мужа и отца относится и к жене, и к ребенку. Своим «нет» он возвращает себе жену, прерывая ее отношения с ребенком и запрещая ему иметь особенные отношения с матерью. А своим «да» он дает понять, что те вещи, которые придумывает его ребенок, великолепны, и он будет радоваться им, когда станет подростком. Проблема, однако, осложняется тем, что муж матери может быть приемлемым для ребенка. Какова тогда значимость для ребенка отца по рождению по сравнению с отцом приемным? Этот вопрос приводит к следующему значению отца. Отца как родного человека, имевшего сексуальные отношения с матерью ребенка, результатом которых и стал ребенок. Эти исключительные отношения и привели к появлению ребенка на свет. Таким образом, приемный отец по значимости для ребенка не сравним с отцом родным. Значение того, что отец – это человек, который участвовал в зачатии, имеет важнейшее значение, поскольку знание того, что отец – это именно тот человек, который участвовал в зачатии, имеет важнейшее значение, поскольку создает у ребенка представление о себе как потомке двух родов. И если матери присваивают себе своих детей, то они лишают их части родословной, делая из ребенка символического паралитика, у которого отнята половина тела. Знание о своем отце по рождению имеет важное значение для формирования того аспекта идентичности, который связан с представлением о себе как о наследнике и продолжателе фамилии. Ребенок может жить с отчимом, но он не передает ребенку его отцовскую родословную. Даже если мать ребенка не знает, кто его отец, к примеру, из-за искусственного оплодотворения неизвестного донора, для ребенка важна правда и знание о том, что у него, как и любого другого человека, есть два родителя. Необходимо также отметить следующее. Полученные научные данные позволяют утверждать, что родительские отношения отчимов значительно отличаются от родительского отношения отцов. Все отличия связаны с особенностями семей повторного брака, необходимостью налаживать отношения с ребенком, имеющим свой опыт жизни с родным отцом,
часто достаточно взрослым для того, чтобы иметь собственную точку зрения на ситуацию в семье. Отчимы чувствуют себя отцами, признают себя отцами и ведут себя как отцы в значительно меньшей степени, чем это наблюдается по отношению к родному ребенку. Исследования взаимодействия в триадах, когда ученые наблюдали за взаимодействием детей и их родителей одновременно, показывают, что это совершенно особый тип взаимодействия, который не равен сумме взаимодействия ребенка с каждым из родителей в паре. Взаимодействие в триаде вносит особый вклад в развитие ребенка, пока еще очень мало изученный. Дети, которые воспитываются лишь одной матерью, испытывают дефицит не только отцовского влияния, именно вот этой связи двойной ребенок-отец, но и дефицита особого состояния пребывания втроем, где они знают, что два остальных участника этого треугольника – это их родные отец и мать. Многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных психиатров и психологов неоспоримо установлено, что у детей и подростков, лишившихся отца, достоверно увеличивается тяжесть и число невротических расстройств. Психиатр Захаров в кандидатской диссертации «Особенности семейных отношений и семейной психотерапии при неврозах детского возраста» отмечает, что воспитание со стороны одной матери отличается аффективностью, тревожностью и непоследовательностью. Забота подменяется беспокойством и непостоянством матери. Психиатр Захаров утверждает, что каждый второй ребенок, больной неврозом, в течение своей жизни перенес разлуку с отцом вследствие развода. Американский ученый Грэмс отвечает, материнская забота обеспечивает возможность принимания, а отцовская же забота побуждает к отдаче. Отец представляет для детей наиболее естественный источник познаний о мире, труде, технике, способствуя как их ориентировке на будущую профессию, так и созданию социально полезных целей и идеалов. Если отца нет или его влияние на ребенка ограничено, то это имеет еще другое, косвенно-депривационное влияние. Дело в том, что если матери одной приходится нести все экономические и воспитательные заботы о семье, то она, как правило, бывает настолько занятой, что у нее не остается для ребенка много времени, и у нее ослабевает даже интерес к нему. Анна Ефимова, профессор, отмечает, медико-биологические исследования показали, что у детей без отцов чаще бывают задержки развития речи. Выявлено, что такие дети более неустойчивы психически и более упрямы, требуют больше внимания. Они плохо засыпают, часто мучают их кошмары. Стоит отметить, что каждый четвертый из таких детей к 4 годам спит в постели с матерью. Доктор Лебович, более 30 лет наблюдавший за поведением детей, выросших без отцов, подчеркивает их тотальную нерешительность и болезненную неуверенность. Как отмечает Берн, для ребенка ценны теплые отношения с отцом. Ребенок, воспитанный в присутствии нежного мужчины, в зрелом возрасте будет обращаться с людьми лучше, чем выросший без отца. Такой ребенок может впоследствии компенсировать свои потери, но у него будет невыгодным старт. Психологические исследования Кона, Рамика, Шнейдера показывают, что при сравнении детей, выросших с отцами и без них, обнаружено, что дети, выросшие без отцов, часто имеют пониженный уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, у них чаще встречаются невротические симптомы. Отсутствие отца отрицательно сказывается на учебе и самоуважении детей. Такие дети чаще застенчивы, тревожны, их поведение более антисоциальное. Напротив, эмоциональная близость с отцом положительно отражается на ребенке. В серии исследований детей в возрасте от 6 до 11 лет, которых растили отцы и которых сравнивали с детьми, живущими с матерями из детей неполных семей, установлено, что дети, которые жили с отцами, проявляли лучшую адаптацию в различных жизненных ситуациях по сравнению с детьми, которые жили с матерями. Таким образом, личные качества отца, в число которых входит и любовь к своим детям, оказывают значительное влияние на развитие ребенка. Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально-психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить одинокая женщина-мать.
Любовь отца учит и сына, и дочь тому, как может проявлять любовь мужчина к детям, к жене и к окружающим. Акиви в своей работе «Отцовская любовь» отмечает, что любящий отец более эффективный воспитатель, чем женщина. Отец меньше опекает детей, предоставляет им больше самостоятельности, воспитывая в ребенке самодисциплину. Отцовская любовь обеспечивает пример родительского поведения в будущем, формирование жизненной позиции вообще и полуролевых позиций в частности. Позитивные отношения с отцом связаны с такими качествами у детей, как неторопливость, сдержанность, эмоциональная уравновешенность, безмятежность, спокойствие, оптимизм, высокий самоконтроль, хорошее понимание социальных нормативов, более успешное овладение требованиями окружающей среды. Дети, выросшие без отцов, имеют низкий уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, отсутствие папы отрицательно сказывается на учебе и самоуважении. Если отцы часто общаются со своими маленькими детьми, они превращаются для них в важную ролевую модель. У детей, которые недосягаемы для отцов, могут возникнуть трудности в налаживании с ними прочных эмоциональных связей в последующем. Отец в значительной мере является фигурой в раннем детстве ребенка, замещающей общество. Моральные установки отца постепенно принимаются ребенком и становятся его требованиями к самому себе. А потом, когда отца нет рядом, отношения с обществом выстраиваются по образцу отношений с отцом. В результате поведение взрослого человека социально ориентированное. Он готов пожертвовать своими личными интересами ради ценностей, превосходящих ценность собственной жизни. Отсутствие же отца сопряжено с неизбежным нарушением процесса воспитания и социализации ребенка. У детей, растущих без отца, часто понижен уровень притязаний, у них выше уровень тревожности, невротические симптомы. Дети в неполных семьях с трудом общаются как со сверстниками, так и со старшими. Отсутствие мужчины в семье отрицательно сказывается на успеваемости и самоуважении. Вот такие можем подвести итоги. В результате 26-летнего исследования Американской психологической ассоциации сделан вывод, что дети, отцы которых вовлекали их в свою взрослую жизнь, наиболее отзывчивы к проблемам другим по сравнению с теми детьми, которые не имели таких отцов. Фактически исследователи выяснили, что высокая причастность отца к воспитанию ребенка оказывала большое влияние на воспитание заботливого и великодушного человека во взрослой жизни, чем 3 матери вместе взятые. Доверие не завоюешь, утверждая «я хороший». Необходимо серьезно браться за это трудное дело, чтобы получить результат. И вот отцы будут меньше ограждать своих детей от трудностей, вмешиваясь, беря на себя риск, беря на себя вопросы безопасности. Исследования показывают, что малыши, занимаясь с отцами, становятся уверенными и с энтузиазмом исследуют мир вокруг. Активный отцовский стиль жизни и неспешная реакция помогают детям преодолеть разочарование, решать проблемы, приобрести веру в себя, причем и мальчикам, и девочкам. В бандитских группировках исследователи не находят юношей, у которых хорошие отношения с отцами. Это не только потому, что отцы стараются держать своих сыновей подальше от таких групп, но, что более важно, отцы могут повлиять на то, что жизнь в семье станет более привлекательной. Когда-то неуверенные в себе парни шумом гоняли на большой скорости на машинах и мотоциклах, демонстрируя соседям, что они чего-то стоят. Теперь эти юноши агрессивны и используют оружие. У хороших отцов мальчики в этом не нуждаются. Они знают, что ничего не должны доказывать силой. Точно так же дочери хороших отцов не уступят сексуальному напору юношей, так как девочки, выросшие в любви, уверены в себе и чувствуют себя любимыми. Им есть где найти поддержку и понимание. Когда хороший отец внимателен и на замечания матери реагирует достойно, это запоминают и мальчики, и девочки. Исследование 90 различных культур мира, проведенное Калифорнийским университетом, выявило влияние мужского участия в воспитании детей на статус женщины в этих культурах. Была выявлена закономерность. В обществе с существенной отеческой причастностью к заботе о детях более вероятно, чем в обществе, где отцы не принимают активное участие в воспитании детей, наиболее активное участие женщин в работе общественных организаций и в управлении государством.
Ситуация, когда отец в семье временно или постоянно отсутствует, называется в психологии ситуация депривации отцовского влияния. Я параллельно листаю слайды, они как бы прямого отношения к тексту не имеют, но они позволяют попутно ознакомиться с последствиями безотцовщины. То есть если в тексте я делаю акцент на том, что дает отец, то на слайдах вы видите, что происходит, когда отца нет. Да. На сколько страниц еще лекция? Можем сворачиваться. Давайте немножко поговорим про депривацию. То есть, что происходит, когда у ребенка исчезает из жизни отец. Это именно патернальная депривация. В ситуациях отцовской депривации ребенок получает опыт переживания ужасного. Извините, а депривация это что такое? Депривация это это потеря, по сути, отсутствие. Отсутствие чего? Отсутствие чего-либо. В данном случае отца. А патернально, значит, отсутствие отца. Именно. Отцовская депривация не только в младенчестве, но и на всех следующих возрастных этапах развития ребенка несет за собой калечащую для ребенка силу воздействия. Каким бы конкретным реактивным последствиям она ни приводила, каждый раз, в каждом отдельном случае, от легких незначительных проявлений регрессивного поведения до картины развернутой депрессии или аутизма, можно сказать, что мишень ее удара – это отношение человека к самому себе. Это непринятие своего тела, аутоагрессия, отдаленное следствие – это все отцовской депривации. И это возможность устанавливать полноценные человеческие отношения с другими людьми. Если отца нет, то рушится все. И принятие самого себя, ребенка, и принятие всех других, ближнего круга, дальнего круга. Рушатся все модели социальных отношений. Дефицит отцовского влияния проявляется в следующем. Нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы. Страдают математические, пространственные, аналитические способности ребенка. Искажается процесс половой идентификации мальчиков и девочек. Замедляется формирование навыков общения с представителями противоположного пола в подростковом возрасте. Появляется риск формирования избыточной привязанности к матери. Воспитание одной только матерью грозит такими прорывами в воспитании, которые невозможно в дальнейшем будет восполнить. Общение отца предполагает необходимость нерегламентированного, то есть неопределенного какими-либо часами контакта с ребенком. Институтом сербского, нашим, Центром социальной судебной психиатрии, в своих исследованиях приводятся множественные примеры невротизации детей матерями, которые зачастую превращают своих чад в орудие мести, торга, оскорбленного самолюбия, пытаясь не допускать их встреч с отцами. Николаева выделяет 6 наиболее распространенных нарушений, возникающих в процессе воспитания ребенка без отцовской фигуры. Это гиперопека, когда ребенок и проблемы, связанные с ним, выдвигаются на первое место в системе жизненной ценности и ориентации. Чрезмерная ориентация матери на материальную заботу о ребенке. Исключение отца из жизни ребенка. Двойственное отношение к ребенку, как к сыну своего будущего супруга. Стремление матери сделать ребенка образцовым, несмотря на отсутствие отца. И отстраненность матери от ухода за ребенком и его воспитания. И практически все эти отклонения так или иначе калечат ребенка, который в итоге ни мытьем, так катанием, ни по одной, так по другой дороге получает искажения в своем воспитании и в личностном развитии. Дефицит мужского влияния в ходе взросления девочки затрудняет ее развитие как будущей женщины, осложняет формирование у нее навыков межполового общения. Данные исследования показывают, что у фригидных женщин отцы не проявляли никакой заботы о здоровье и развитии дочери, либо полностью отсутствовали в их жизни. А женщины, страдающие половыми извращениями, отмечали, что их отцы не играли в семье никакой роли. Представление о мужчинах и отношение к ним у девушек 13-17 лет из полных семей, разведенных семей и семей, где умер отец, различное. Девушки, воспитанные в разведенных семьях, обнаружили негативные представления о мужчинах, некомпетентность в общении с мужчинами,
Но в реальной жизни они активно стремились к общению с ними и вели себя более раскованно и сексуально, чем девушки из других групп. То есть изменения в поведении и восприятии, то есть на уровне когнитивном и поведенческом, были очевидны. Калина в своем исследовании приходит к выводу, что отсутствие в семье отца приводит к нарушению эмоционального благополучия и формированию полуролевой идентичности у подростков обоих полов. В случае, если отец не только отсутствует в семье, но его образ носит эмоционально негативный характер. Наиболее уязвимыми и чувствительными к отсутствию отцовской фигуры являются младшие подростки-мальчики, которые испытывают эмоциональное неблагополучие. Также отсутствие отца влияет на формирование женских черт у мальчиков. Однако результаты других исследований показывают, что даже положительный образ отца не может компенсировать его реального отсутствия в семье. Отсутствие отца в жизни девочек-подростков влияет на их представление о себе и отношение к будущему, которое представляется неопределенным, негативно окрашенным, противоречивым. В работе Захарова, исследовавшего семьи с неврозами, показано, что риск развода достоверно коррелирует с наличием неполной родительской семьи в детстве супругов. То есть, если дети пережили развод, то многократно увеличиваются шансы, что сами они в взрослой жизни тоже будут разводиться. В результате дефицита взаимодействия с отцом замедляется формирование родительских чувств. Дети подросткового возраста, проживающие в условиях дефицита отцовского влияния, характеризуются большей эмоциональной нестабильностью, личностной незрелостью, слабостью «я», повышенной эмоциональной чувствительностью, пассивностью, а также нерешительностью. Наличие подобных эмоциональных и характерологических нарушений напрямую зависит от отсутствия реального общения с отцом. Дети, выросшие в условиях отцовской депривации, имеют пониженный уровень притязаний, высокий уровень тревоги и невротические симптомы. Даже эпизодическое отсутствие отца сказывается на психическом развитии детей, в частности, обнаружена их псевдозрелость, снижение социальной активности, инфантилизм. У детей, воспитывающихся без отца, существенно чаще проявляются неадекватно лояльные и игнорирующие реакции, они более склонны испытывать чувство личной тревожности и собственной неполноценности. Женщины из разведенных семей отличаются высоким уровнем эмоционального дискомфорта и дезадаптивности. Дефицит отцовского влияния сказывается на неуверенности ребенка в себе, неумении противостоять жизненным трудностям и низком уровне социальной активности. Таких детей характеризует замкнутость, застенчивость, они менее эмоциональны, не уверены в своих силах, часто пребывают в одиночестве, слишком рано становятся самостоятельными, начиная игнорировать положительные авторитеты, которые при нормальном развитии событий способствовали бы их гармоничному развитию. Патернальная депривация чревата тяжелыми последствиями для формирования личности ребенка, особенно для ее социализации. Пагубные последствия, к которым приводит изоляция ребенка от отца, в большинстве случаев необратимы. За пределами семьи детей воспитывают исключительно женщины в детском саду, в школе, в детских учреждениях. Поэтому лишение ребенка всего того, что может дать ему родной отец, как правило, решительно нечем компенсировать. Даже связь с смерти одного из родителей с появлением психического нарушения ребенка не так выражена, как в тех случаях, когда ребенок теряет родителя при распаде семьи. Воспитание детей одним родителем приводит к формированию дефективного типа личности как у мальчиков, так и у девочек. Если ребенок вырван из-под защиты отца, он меняет свое поведение. Он теряет чувство безопасности и уверенность в том, что справится с трудностями. Рождается страх, вместе с ним агрессивность и чувство противоречия. Ну, в принципе, все. На сегодня. Давайте вот по слайдам еще долистаем. А вопрос можно задать? Да. А если отец присутствует, но алкоголик? Относительно присутствия отца-алкоголика в жизни ребенка. Ну, отцы-алкоголики, они на самом деле бывают тоже разных типов. Если это не условия, которые, скажем так, уже просто невыносимы для жизни, когда ежедневно, там, допустим, члены семьи избиваются и пребывают в каком-то постоянном ежедневном стрессе, каких-то агрессиях, в неприличном каком-то аморальном поведении и так далее,
то есть как бы в такую ситуацию, если мы берем вот, совсем патовую, да, то, конечно, такое влияние, оно вредно. И из такого вот, состояния ребенка, конечно, желательно изъять. Вот. Но если это, в принципе, отец, который не ведет себя ежедневно вот таким образом и не гоняет, как швейцарские часы там, своих, допустим, членов семьи по кругу, вот, а, скажем так, ну, имеет болезнь, с которой, может быть, борется, да, но периодически как бы проигрывает, иногда побеждает, то, безусловно, наличие такого отца для ребенка будет иметь положительное значение, потому что, во-первых, все равно будут периоды, когда отец будет так или иначе оказывать какое-то положительное влияние, передавать тот или иной свой опыт. Ребенок по-прежнему будет ощущать себя продолжателем двух родов. И имея даже такой негативный пример, он сможет для себя сделать правильный вывод относительно того, что в жизни неприемлемо, и, к примеру, сделать однозначный выбор в пользу трезвого образа жизни. Вот. Поэтому вот, нужно смотреть в каждую конкретную ситуацию, как там складывается. Ну и там тоже, Сказать, наверное... что если отец пристрастился к алкоголю, и значит ребенка нужно однозначно изолировать от отца или отца от ребенка, это будет неправильно. Это, скорее всего, будет Ну,